Здравствуйте. В эфире программа «Интервью». Сегодня у нас в гостях Владимир Нагорный, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Государственного собрания Республики Башкортостан, председатель Совета регионального отделения «Справедливая Россия за правду». Владимир Александрович, здравствуйте. В первую очередь хотелось бы поздравить вас с высокой наградой. В честь 30-летия Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, глава республики Ради Хабиров вручил вам орден Салават Юлаева. Что для вас эта награда? Орден я получаю впервые. Я думаю, что этой наградой обозначена моя работа на благо республики, района, города, в которых я работал. То есть, в принципе, на протяжении своей жизни очень много лет я отдал муниципальной службе, государственной службе. Считаю, что вкладывал и душу, и ум, так сказать, в том, чтобы там, где я работал, те регионы, район, город развивались. Поэтому я думаю, что это оценка моей работы, конечно, не только моей лично, но и коллективов, с которыми я работал, тех людей, с которыми выполнял работу на этой службе. Это оценка моей работы, так я понимаю. И что касается работы, что касается коллектива, однопартийцев, состоялась конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия за правду». Вы были переизбраны председателем Совета. Соответственно, вы с командой, опять же, построили планы, наметили цели и, конечно, отчитались о проделанной работе. Можно здесь поподробнее? Да, 15 марта у нас состоялась конференция отчетно-выборная. Она состоялась в соответствии с уставом партии, который предполагает, что раз в 2 года региональное отделение проводит выборы руководящих органов. Это региональное отделение, руководителя регионального отделения. Вот такая конференция состоялась. Безусловно, я рассказал о том, что было сделано за 2 года. На мой взгляд, основной результат, который мы достигли за эти 2 года, мы значительно увеличили представительство наших членов партии в выборных органах, как сельсоветов, районных советов, городских советов, так и в парламенте республики. То есть у нас в целом количество депутатов увеличилось в среднем в 2,5 раза. Понятно, что это не сама цель, количество депутатов. Целью нашей является, чтобы эти депутаты, участвуя в работе выборных органов, во-первых, представляли интересы партии, представляли интересы избирателей, которые их избрали, и, так сказать, работали с людьми, пропагандировали идеи нашей партии. Я считаю, что на это направлено все, и об этом говорил на своем докладе отчетном. Считаю, что поработали мы неплохо, результаты есть. То, что меня вновь избрали на 2-годичный срок, говорит о доверии ко мне, как руководителю регионального отделения и как руководителю фракции в Государственном собрании. Руководитель фракции нашей партии в Государственном собрании. И что касается задач, на ближайшие, так скажем, какие моменты вы здесь хотели бы отметить? Будем говорить так. Собственно говоря, сейчас уже на всех уровнях обозначается, что основными общественно-политическими мероприятиями, которые пройдут в России, в регионах, это выборы депутатов Государственной Думы, Федерального собрания, которые будут проведены в следующем году, в 2026 году. А для нашей республики еще значимо, особенно для города Уфы, являются выборы депутатов городского совета. В настоящее время, хочу сказать, что ни там, ни там наше региональное отделение своих представителей не имеет. Ввиду разных причин, возможно, кандидаты были недостаточно интересные для избирателей, поэтому у нас там нет представительств. Поэтому, конечно, безусловно, задача наша выдвинуть кандидатов и добиться, чтобы они прошли и в Госдуму, и, соответственно, в городской совет городского округа город Уфы. Сложная задача, скажу, потому что, возможно, за этот период, когда наших представителей там нет, несколько подзабыли избиратели нас. Поэтому придется нашим кандидатам работать среди населения, доказывать своими делами, доказывать, что мы достойны представлять их в этих выборных органах.
Ну, это, так сказать, основная задача. Ну и в целом по партии, если по нашей партии, предполагается у нас съезд, по-видимому, осенью будет, где мы сформируем уже новую программу партии на следующий выборный период. Как правило, партии перед выборами Государственной Думы формируют свои программы. Я думаю, что поступят все партии также. Вот. Мы уже эту работу начали. Сергей Михайлович Миронов, руководитель нашей партии, обратился ко всем однопартийцам с тем, чтобы, если есть какие-то предложения, отражающие будем говорить, наши основные цели, то мы бы их вносили. Сейчас, вот, кстати говоря, мы эту тему и обсуждаем. Здесь у нас на конференции обсуждали, я думаю, что и в дальнейшем будем обсуждать, как мы видим развитие нашей партии, как в целом в России, так и в нашем регионе. Какие задачи перед собой ставим. Конечно, не партия ради партии, а задачи ради блага наших жителей. Вот такая работа сейчас ведется. Да, активная. Ну и что касается отчетов, отчеты сейчас и в высших эшелонах проходят. И вот как раз вот мы поговорим сейчас об отчете правительства. Вы, можно сказать, сейчас с корабля на бал. Насколько обширным он был, насколько точным он был, и, может быть, и были какие-то замечания? Ну, вопрос интересный. Вчера, как вы знаете, был отчет правительства Российской Федерации перед Государственной Думой. Прошло очень бурное обсуждение, выступали представители нашей партии, вопросы задавали. Вот. Аналогичный отчет состоялся сегодня у нас. Перед нами премьер-министр правительства Андрей Геннадьевич Назаров представил доклад о деятельности правительства за 2024 год. Что сказать об этом отчете? Ну, прежде всего, если раньше отчеты, вообще изложение отчета начиналось с достижений в экономике, там вот у нас и индекс промышленного производства такой-то, там производительство растет, там ну, еще год назад так и было. ВРП, то сейчас, прежде всего, он рассказал о работе правительства по поддержке наших воинов и семей воинов, которые у нас здесь в республике. И потом пошел блок социальных вопросов, что, в общем-то, отражает несколько изменения направления, не только самого отчета, а вообще деятельность правительства, больше уделять внимание работе в социальной сфере. То есть был блок здравоохранения, образования, культура, спорт. И только потом уже, как экономический базис всего того, что можно достичь в этих отраслях, в этих сферах жизни, был уже сказано, как развивается экономика. Что отметить? Ну, во-первых, на мой взгляд, я бы два таких крупных показателя взял, чтобы характеризовать работу правительства в данном направлении. Ну, во-первых, первое, это то, что больше 73% бюджета республики направлено на решение социальных задач. Как я уже сказал, на три отрасли. Это здравоохранение, образование, культура, спорт и прочее. Это большой финансовый блок, который, в общем-то, направлен на то, чтобы нашим жителям все-таки было легче жить. Это первое. И второе, есть такой интегральный показатель, как качество жизни. Вот за этот год, в 2024 году, наш регион, наша республика попала в топ-10, как было сказано, соответственно, занял 10-е место среди других регионов России. Я считаю, что это весомый, так сказать, вклад в социальное развитие республики, поскольку улучшили показатели. Вот. Но, безусловно, были доложены результаты и сколько объектов мы построили во всех отраслях, какие средства мы вложили в эти отрасли. Как я уже сказал, начали мы с помощи специальной военной операции. Вот только в этом году, в 2024 году, было отправлено из республики 36 гуманитарных конвоев, отправлено почти 6 тысяч тонн различных грузов. Все это способствует тому, что воины, призванные из республики или подписавшие контракт из республики, в общем-то, могли ощущать поддержку всего населения той работы, которую они, очень сложной, опасной работы, которую они выполняют на линии боевого соприкосновения. Я считаю, что это основная задача всех граждан и России, и республики, это оказывать всемирную помощь тем, кто на фронте, и, безусловно, не забывать семьи военнослужащих, которые находятся здесь. Уже не однажды, наверное, говорилось, но я напомню, что у нас в республике оказывается 43 вида социальной помощи и военнослужащим, и членам семей. Вот. И в 2024 году на эти цели было израсходовано 13 с лишним миллиардов рублей. Это огромная цифра, которую мы
целенаправленно направляем на то, чтобы поддерживать эти социальные льготы. Конечно, было много сказано во всех отраслях развития республики, но я хотел бы сказать, что сегодня не было сказано о таких все-таки отрицательных, на мой взгляд, тенденциях, как все-таки рост инфляции, рост тарифов ЖКХ. Ну вот, например, официально у нас рост инфляции где-то 9-10%. Ну, по крайней мере, за первые месяцы этого года Башстат отчитывается там 9,3%. При этом рост тарифов нам с 1 июля всем сказали, что будет в среднем на 14%. Никто нигде не объясняет, почему это происходит. На мой взгляд, это, во-первых, такой рост тарифов, я считаю, что это неправильно. ЖКХ должно быть под контролем государства, это не рынок, так сказать, на мой взгляд, поскольку касается всех граждан нашей страны, и, в общем-то, основная тяжесть, будем говорить, оплаты коммунальных услуг, конечно, несут наши наименее защищенные граждане, хотя мы, конечно, оказываем социальную поддержку, какую-то там и компенсацию ЖКХ, но это же все равно рост на 14%, я считаю, это недопустимо. Но еще хотел бы все-таки сказать о том, что несмотря на большие средства, вкладываемые в социальный блок, в семейную политику в республике, некоторые показатели наши все-таки не улучшаются. Это мы не достигли сами планируемого коэффициента рождаемости. Он, конечно, получается фактически коэффициент ниже, чем мы планировали. Но выше, чем в России. Выше, чем в России, но не достигли своего показателя. Я не буду цифры называть, они в отчете есть. И коэффициент смертности, конечно, выше, опять же, выше того, чем мы планировали. То есть мы не смогли снизить коэффициент смертности. Ну, я думаю, что вот эта политика, которую мы сейчас ведем, те средства, которые мы вкладываем, они, наверное, все-таки в ближайшие годы отдача от этого получится, и мы достигнем, в общем-то, тех показателей, которые планировали. Это снижение смертности, увеличение продолжительности жизни, увеличение рождаемости, ну, в общем-то, все те основные показатели, которые характеризуют, в общем-то, качество жизни. А чем депутаты могут помочь, чтобы улучшить качество жизни, чтобы демографию поднять? Мы принимаем законы, которые позволяют, будем говорить, поддерживать ту или иную сферу деятельности. Но мы ввели достаточно много льгот для семей, особенно для многодетных семей. Как сегодня было сказано, статистика пока говорит о том, что все-таки многодетные семьи, будем так, дети рождаются чаще уже в многодетных семьях. Не в тех, кто начинает, кстати, жизнь, там один ребенок, два, а 3, 4, там 5 уже детей. Статистика. Поэтому надо эти семьи поддерживать, значительнее, наверное, чтобы улучшить показатели. Конечно, безусловно, и надо помогать тем, кто начинает жить. Для этого, в принципе, сейчас и много делается для студентов, которые решили в период учебы связать себя, так сказать, брачными узами, и для молодых семей. Ну, вы знаете, я уже не буду повторяться о той поддержке за первого ребенка, за второго ребенка. Это большие суммы. Эти суммы ежегодно индексируются, безусловно, направлены на то, чтобы демографию нашу улучшить. Но пока, наверное, какой-то идеологической работой надо больше заниматься, убеждать, что это, в общем-то, и для государства полезно, и для семьи полезно, чтобы было много детей. Но это и тоже, можно сказать, и наша с вами совместная работа. Однозначно. Спасибо большое, что ответили на вопросы. Это была программа «Интервью». Оставайтесь с нами.